Уважаемые коллеги, рад вас приветствовать на круглом столе. Вот было сказано о том, что в Астраханской области нету коренного населения, нету автохтонного населения. С этим не могу согласиться. Дело в том, что главный специалист по Астраханскому ханству Илья Владимирович Зайцев, он как раз уже неоднократно говорил о том, что население Астраханского ханства сохранилось, так называемые юртовские татары, на самом деле нагайцы. И в том числе и нагайцы-карагаши, это как раз потомки этого населения. В нашем регионе проживает несколько уникальных групп нагайской области. Можно, пожалуйста, презентацию? Следующий. Вот как раз вы видите, правобережье Волги это Астраханское ханство, левобережье Волги это Нагайская Орда. То есть непосредственно потомки, они как бы никуда не делись. Естественно, как говорит Виктор Михайлович Викторин, были перемещения, был интерстелляр, но само по себе сохранение этого населения, оно фиксируется, и легко можно доказать. Что это за группа? Это нагайцы, юртовцы, куровцы, карагаши и утары, а также букеевские нагайцы. Чтобы понять, каким образом развивается язык, не придется обратиться к опыту других наших тюркских родичей, сибирских татар. Следующий слайд, пожалуйста. У нас есть такой интересный кейс языка сибирских татар. За довольно короткий срок, около 2 десятилетий, этот язык получил официальное признание от Института языкознания РАНы со стороны ЮНЕСКО. Признание сибирско-татарского языка как самостоятельного – это результат многолетней работы лингвистов, национально-культурных объединений, активистов. Произошло это в 3 этапа. Первый этап с конца 80-го по 1990-е годы – поднятие вопроса о статусе языка. Активно участвовали лидеры движения, Булат Сулейманов, отстаивали как раз таки то, что это самостоятельный, уникальный язык. Второй этап с 2000 по 2010 следующее десятилетие, это работа уже непосредственно с кодификацией. То есть Максим Александрович Сагидуллин разработал фонетическую систему, выпустил словарь и грамматику. В 2010 году язык был включен в список исчезающих языков ЮНЕСКО, был присвоен код. В 2013 году он получил международный код, началась популяризация языка, то есть начались публикации, собственно, на сибирско-татарском языке, поэтессы Клары Кучковской. Третий этап с 2020 году, по наше время, это закрепление статуса продолжения популяризации. В 2023 году произошел заметный сдвиг в признании языка. В частности, Российская академия наук, она признала язык сибирско-татарский как самостоятельный язык. И на современном этапе происходит внедрение языка в образовании, они борются за то, чтобы было обучение на сибирско-татарском языке, чтобы издавались далее словари. И учрежден был с 2013 года День сибирско-татарского языка. Следующий слайд, пожалуйста. Вы видите, одна из таких публикаций, следующий слайд. Еще, пожалуйста. Вы видите, то есть они издают на сибирско-татарском уже книги. Следующий слайд. Мусихата Киева Бакиева, наша единомышленница, она как раз одну из таких книг на презентации подписывает желающих, так скажем. Следующий слайд. Это как раз Клара Кучковская, и следующий. Собственно говоря, непосредственно работы по фонетике и графике сибирско-татарского. Следующий слайд. Это пословица на сибирско-татарском языке. Следующий слайд. Как раз мы в гостях в Тюмени и в Тобольске у наших друзей сибирских татар. Следующий слайд. Этот мы проводили под эгидой нашего нагайского общества ИГЕ, круглый стол, тогда это онлайн, сами помните, условия пандемии, и мы как раз посвященные идентичности тюркских народов проводили совместно с нашими сибирско-татарскими, башкирскими коллегами. Следующий слайд. Но надо сказать, что существует определенный такой проблемный момент, это такая дискуссия, то, что статус языка, каков он этот статус, то есть это язык самостоятельный или же это восточный диалект татарского языка. Процесс сепарации языка сибирских татар вызвал нервную реакцию в Татарстане. В 2023 году решение РАН о признании языка вызвало критику. Татарстанские ученые Дамир Искаков, Олег Хисамов и Искандар Измайлов, они настаивали, что это всего лишь восточный диалект татарского, но не отдельный язык.
Ряд деятелей культуры, например, Миляуш и Павутину, они опасались сокращения численности татарского народа. Глава Всемирного конгресса татар исполкома Даниш Шакиров выразил несогласие, также упрекнул власти Татарстана в бездеятельности. Определенная часть, определенный круг ученых из Татарстана, они активно отстаивали, что сибирско-татарский это только диалект татарского, а не самостоятельный язык. В частности, Дамир Исхак, вот он как раз слева, он утверждал, что имеющиеся материалы, они не позволяют говорить о существовании отдельного сибирско-татарского языка. Ну, можно сказать, что точно такую же реакцию вызвало и признание диалектов астраханских нагайцев, как юртовцев, так и карагашей, как диалектов нагайского языка. Тем не менее, мы видим, что это не остановило развитие языков. И на этом примере видим, что сибирско-татарский язык он благополучно развивается, получил официальное признание, обрел литературную норму, завоевывает интернет-пространство. Но то, что мешает его развитию некоторые отдельные, так называемые татаристские деятели, это нисколько не мешает, потому что язык уже обрел поддержку официально, и вот он, так скажем, на стадии развития. Следующий слайд, пожалуйста. Вот вы видите, то есть, не только на самом деле по языку, и по истории, по родословным, очень большая у них работа ведется, собственно, контент создается. Следующий слайд, пожалуйста. И теперь я передаю слово своему соавтору. Представьте, юртовско-нагайский язык, язык так называемых юртовских татар, это сословное понятие русской администрации, начиная где-то с середины 16 века, и потом уже в работах этнографов, в основном российских, зарубежных, оно применялось как внешнее название, то есть эндоэтнон. А самоназвание у этих народов, этой группы Нувай, юртовский Нувай, то есть вернее астраханский юртовский нагайский. Он распространен в Астраханской области. Юртовско-нагайский язык относится к кипчако-нагайской подгруппе тюркских языков. Он не обнаруживает характерного для казахского, каракалпакского и литературно-нагайского передвижения звуков «ш» на «с», а изменение звука «ч» на «ш» встречается крайне редко. Фонетически язык схож с татарским и башкирским, но сохраняет исходную лексику, то есть словарь, и грамматические особенности нагайского языка. По данным переписи 2010 года, число говорящих на юртовско-нагайском диалекте нагайского в России составляло официально это 31 человек. Однако, по оценкам исследователей, этническая группа юртовских нагайцев в 1997 году насчитывала около 40 тысяч. Это в Астраханской области. В переписи 2002 года было зафиксировано официально еще раз 22 носителя. Вместе с тем очевидно, что реальная картина совершенно не соответствует переписи официальной. Причина тому – это последствия так называемой советского периода татаризации всех групп астраханских нагайцев и туркмен, когда все эти группы нижневолжских тюрок были включены в состав советской социалистической татарской нации. Юртовско-нагайский язык, по сути, юртовский диалект нагайского языка, имеет статус, находящийся под угрозой исчезновения. В образовании, в СМИ, в культуре, религии, административной деятельности, судопроизводстве, промышленности, торговле и других сферах он не используется. Юртовские нагайцы проживают в селах, пригородных селах Приволжского района, Наримановского района, Володарского района Астраханской области, а также в Астрахани и пригородной зоне. Такие вот известные, компактные, где проживают. В частности, в селах Бештубиновка, Солянка, это Наримановский район, Башмаковка, Карагали, Осыпной Бугор, Килинчи, Ексатово, Три Протока, Кулаковка, это Приволжский район, Тулугановка, это Володарский район и другие. 4 села бывших населенных пунктов, которые были именно основаны юртовцами, это Тияк, Арна-Тияк, Бэка-Тияк, это Царев, Зацареве, Машарик, Янгаул, они сейчас в составе города Астрахани.
На юртовско-ногайский язык фонетические влияния оказал поволжско-татарский язык в силу того, что в советский период, где-то с 20-х годов, даже 30-х годов по 60-е годы, в школах, где компактно проживают юртовцы, преподавался в качестве родного литературный татарский язык. В последнее время много заимствований также наблюдается из русского языка. Также на протяжении нескольких веков были контакты с соседними тюркскими и нетюркскими народами, такими как туркмены, казахи, калмыки. Таким образом, юртовско-ногайский диалект – это язык, который находится в уязвимом положении. Малочисленность носителей, отсутствие письменной традиции и сферы официального применения создают риски для его исчезновения. Для сохранения юртовско-ногайского и карагашского диалектов ногайского языка предпринимаются различные меры, в основном силами общественных организаций и активистов, прежде всего Центра сохранения ногайской культуры ИДГ. Основные усилия направлены на изучение, популяризацию и создание условий для использования языка. Так, впервые в истории, в 2021 году в рамках празднования Международного дня родного языка были проведены диктанты на юртовском диалекте и на карагашском диалекте. Акции проходили в нескольких селах, в частности в Каргалях, в Иксатове, в Башмаковке, в Исытнобуге, в Ростополовке, а также онлайн через сеть интернет. Цель – придать значимость местным особенностям языка и подчеркнуть богатство культуры ногайского народа. В рамках авторского цикла Эмира Утивалиева «Изучаем ногайский с Гиреем» на дагестанском телевидении вышли передачи «Знакомство с юртовским диалектом ногайского языка» и «Знакомство с карагашским диалектом ногайского языка». Последние 4 года вышло 4 публикации с текстами на родном автору юртовском диалекте ногайского языка. Так, ветеран педагогического труда и активист Центра ногайской культуры ИДГ Нурия Горяина Максудова из села Карагали Крыловского района на собственные средства издала 4 книги: «Каргалым», «Мои Карагали», «Карбатыры», «Степные герои», «Идиги». И последняя буквально на днях у нее вышла книга «Астраханец Абдрахман Умин». А также, кроме этого, недавно вышел сборник стихов «Ногайские самоцветы», который содержит стихи поэта Джалиля Сафарова на юртовском диалекте, а также стихи Зульфии Шукралиевой и Рамиля Валидовича Ишмухамбетова на карагашском диалекте, которые издала поэтесса Тахира Джальмухамбетова. Еще 30 лет назад деятель ногайского этного возрождения, мой наставник Равиль Тимухамедович Джуманов, сетуя писал о том, что традиционная культура астраханских нагаев находится в забвении. Ни эпосы, ни хушавазы не исполняются, местные танцы не исполняются. В настоящее время осуществляется попытка сохранения и возрождения ногайского наследия. В этом процессе принимают активное участие специалисты областного методического центра в культуре, в том числе Анна Рухатовна Грачева. Отметим специальный приезд кандидата искусствоведения Айны Черкесовой в этнографической экспедиции, организованной центром ИДГ. С подобной же экспедицией нас фиксировали здесь ногайский язык и фольклор ученые из Венгрии. В репертуаре губернаторского ансамбля появился фрагмент танца астраханских нагайцев. Солисты исполняют его, демонстрируя женский карагашский и мужской юртовский традиционные нагайские костюмы, которые выполнены по эскизам доктора искусствоведения Фатимы Юрьевны Коноповой-Карасовой. В целом, сравнение положения состояния развития языка у карагашей и юртовцев позволяет говорить о том, что первые движутся куда ближе к своей исконной культуре, чем вторые. Так, в репертуаре танцевальных ансамблей «Тулпар», «Леза», «Талисман», «Кубелек» появились традиционные танцы астраханских нагайцев под саратовскую гармошку «Сас». Продолжает свою деятельность фольклорно-этнографический ансамбль «Дуслов», село Ростополовка и Янова, село Джанай, который проводит инсценировки обрядов Бесиктой, Биташа и другие. Кроме того, имеется студия пения для детей при школе имени Джанибекова в селе Ростополовка.
Однако, тем не менее, тех усилий, которые прилагает Центр ногайской культуры ЕГЭ и прочие общественники, совершенно очевидно мало для эффективного сохранения диалектов астраханских нагаев. Нужны куда более широкие меры поддержки. Следует включить юртовско-ногайские и карагальские диалекты в образовательные программы. Это может быть реализовано через факультативы или кружки в школах и детских садах в местах компактного проживания юртовских и карагальских ногайцев. Нужны специальные курсы для взрослых, желающих изучать язык, подготовка учителей, способных преподавать язык с использованием современных методик, разработка учебных материалов, включая учебники, рабочие тетради, аудио, видеоматериалы, требует привлечения специалистов. Использование цифровых технологий. Современные технологии могут стать эффективным инструментом для сохранения языка, сохранения создания онлайн-платформ для изучения языка с интерактивными уроками, тестами и разговорниками, по аналогии с проектами для других языков малых народов. Разработка мобильных приложений с функцией голосового помощника или переводчика, создание мультимедийных корпусов, включающих аудио, видео носители языка с переводами и морфологической разметкой. Важна популяризация культурных продвижений. Важно повышать осведомленность о юртовско-ногайском языке и культуре его носителей. Необходимо проведение ежегодных мероприятий, дни языка, фестивали, конкурсы, диктанты. Например, по примеру деятельности Центра ногайской культуры ЕГЭ. Актуально создание медиаконтента, видеоролики, подкасты, мультфильмы на этих диалектах. Важна публикация материалов в СМИ, на телевидении и в интернете, включая интервью с носителями языка, рассказ о традициях, истории народа, поддержка инициатив по переводу произведений фольклора и литературы на астрахано-ногайских диалектах и их изданиях. Согласно указу президента Владимира Владимировича Путина от 11 июля 2025 года под номером 474 об утверждении основ государственной языковой политики Российской Федерации, все языки народов Российской Федерации пользуются поддержкой государства. Поэтому необходимо для данного рода деятельности привлечение грантов, поддержки федеральных и региональных властей. Ключевой фактор успеха – привлечение молодого поколения, организация клубов, кружков для детей и подростков, где язык будет изучаться в игровой форме, проведение мастер-классов, квестов, творческих конкурсов с использованием этих диалектов. Необходимо возродить сотрудничество с вузами для подготовки специалистов, способных работать с языком, культурой его носителей, использование социальных сетей, онлайн-сообществ для общения на юртовско-ногайском и карагальском диалектах ногайского языка и обмен знаниями. Необходимо также фиксировать текущее состояние диалектов, нужна запись устных историй, сказок, песен и других форм фольклора, проведение лингвистических исследований, включая описание фонетики, грамматики, лексики, создание цифровых архивов, баз данных для сохранения материалов. Подытоживая, можно заключить, что только комплексный подход, сочетающий все эти меры, может замедлить процесс исчезновения этих диалектов, астраханских диалектов ногайского языка, чтобы создать условия для его возрождения и устойчивого использования в будущем.